Состоялась 28-я очередная сессия Якутской городской думы. На сессии присутствовал 21 депутат Якутской городской думы. Остальные депутаты отсутствовали по уважительной причине и участвовали в сессии дистанционно. Мы сегодня внесли изменения в устав города Якутска, также рассмотрели вопросы, связанные с бюджетом городского округа Якутск, смотрели ряд вопросов о контрольно-счетной палате, заслушали отчет контрольно-счетной палаты города Якутска, смотрели вопросы, связанные с управлением и распоряжением муниципальным имуществом, наградные вопросы, также были рассмотрены вопросы правил землепользования и застройки на территории города Якутска. Тоже важный вопрос рассмотрен о налоговой политике в городе Якутске. По вопросу о внесении изменений в устав городского округа города Якутск с информацией выступил Аял Наговицын, начальник правового департамента окружной администрации города Якутска. Поправки связаны с изменениями федерального законодательства. Так, в устав города Якутска вносится такое понятие, как инициативные проекты. Это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления с целью реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления. В устав вводится новая статья 15.1 «Инициативные проекты». Особенность инициативных проектов в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. В связи с новой формой осуществления местного самоуправления вводятся изменения в порядок опроса граждан и собрания граждан. Депутатами Якутской городской думы рассмотрен вопрос о бюджете городского округа город Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Вопросы корректировки бюджета касались национального проекта БКАТ, а также в преддверии празднования СХ были внесены корректировки, ну и, соответственно, вся работа запланирована будет продолжена в плановом режиме. Получен трансферт из вышестоящего республиканского бюджета 1 миллиард 644 миллиона рублей. После уточнения доходы бюджета города Якутска составят 18 миллиардов 949 миллионов рублей, расходы 19 миллиардов 729 миллионов. Дефицит составит 780 миллионов 200 тысяч рублей или 9,6% от бюджета городского округа. Расходы увеличиваются по большинству муниципальных программ. В частности, по программе «Культура» на 1 миллион 600 тысяч рублей, по программе «Молодежь, семья, спорт, здоровый город» на 6 миллионов 800 тысяч рублей. На образование будет направлено дополнительно 368 миллионов рублей, в основном на бесплатное горячее питание для начальных классов, а также на ремонт IT-куба по улице Горького, 98/1, который откроется 1 сентября, и на ремонт здания для инклюзивного детского центра по улице Клара Цеткин. По вопросу заместителя председателя Якутской гордумы Анатолия Карджагасова о высоком проценте долга пояснение дала начальник департамента финансов окружной администрации Якутска Ольга Максимова. Реальный дефицит такой же, как принимали 5%, величина в 9,6% за счет остатков средств. На сессии мы рассмотрели вопрос о выделении муниципальной гарантии ФПК «Якутия» для того, чтобы предприятие функционировало. 49% акций находится у города Якутска. Мы сегодня своим решением выделили муниципальную гарантию в размере 100 миллионов рублей для того, чтобы предприятие не банкротилось. Мы знаем, что ФПК «Якутия» платит очень большие налоги, около миллиарда рублей, поэтому там работают сотни работников, и, соответственно, хочется, чтобы это предприятие далее производило продукцию, которая необходима нашим горожанам. Депутатами принят единогласно вопрос об изменении о налоговой политике городского округа город Якутск, рассмотрен в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством. Актуализации наименования органов власти, а также уточняется порядок рассмотрения предложений о дополнительных налоговых льготах.
Также принят отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Якутска за 2020 год. Благодаря сессии городских депутатов появились новые улицы города Якутска. Улица Тараса Десяткина на Даркалахе, проезд Раздольный в квартале Высшая школа музыки. Городские депутаты приняли единогласные изменения в Кодекс Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Изменения связаны с приведением в соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и уточнением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении. Также рассмотрены вопросы о присвоении классных чинов муниципальным служащим и наградные вопросы. Своим решением наградили почетной грамотой Кульбертинова Николая Ивановича, бывшего начальника уже ММО МВД Якутска, МВД России. Николай Иванович действительно посвятил всю свою жизнь служению городу Якутску, республике, правопорядку. У нас в городе он очень многое сделал для реформы полиции, городской полиции. И, конечно же, мы отдали дань уважения. Знаком за заслуги перед Якутском решено наградить Березовского Анатолия Генриховича, старшего сантехника участка Кильдямцы, МУП «Пригородная теплосетевая компания». Иванова Вильяма Ачировича, доцента кафедры конституционного, муниципального, международного права юридического факультета Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Иванову Ксению Ивановну, ветерана труда, члена Совета ветеранов Центрального округа. Игнатьева Максима Пантелеймоновича, директора Дома культуры Центр культуры имени Абутовой-Эверстовой села Тулагина. Ливерьева Айдана Никифоровича, майора полиции, начальника отделения контроля за частной детективной и охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Якутии. Лебяк Клавдию Марксисовну, ветерана труда. Семенову Анну Титовну, преподавателя отделения народные инструменты детской школы искусств села Хатасы. По инициативе депутата Якутской городской думы по Октябрьскому округу города Якутска Алевтины Эверстовой в очередной раз прошел мастер-класс «Умное питание». Этот проект, наконец, после уже второго года молчания, мы решили сделать для многодетных мам в связи с тем, что государственная политика у нас направлена на улучшение демографической ситуации. У нас многодетных мам в городе Якутске очень много. Они совмещают не только работу, на которой очень хорошо работает, но и совмещают семейную жизнь. Сегодня у нас 15 многодетных мам, которые примут участие в этом благотворительном мастер-классе «Умное питание». Мастер-класс по питанию был проведен для многодетных мам, которые проявляли активность в групповых чатах управы Октябрьского округа. В этот раз своими советами перед многодетными мамочками Якутска делился Павел Габышев, шеф-повар, предприниматель ресторана «Мисс Ли». Так как мы проводим здесь мистер Ли, то есть это будет такое азиатская сладкая сгущенка. Потом мы сделаем кулинарный спонж. Это такой очень быстрый бисквит, который делается в микроволновке. Очень подойдет домохозяйкам для украшения и для различных своих фантазий. Мамы взяли на вооружение рецепты приготовления овощного рагу, сладких пуншев и домашнего лимонада. В мае месяце стартует онлайн-проект «Умное питание» совместно с Министерством спорта Республики Саха-Якутия. И мы будем проводить этот марафон не просто на похудение, а именно будем предлагать правильное питание. Будут работать квалифицированные диетологи нашей поликлиники, терапевты и также именно тренеры, которые имеют специальное образование для того, чтобы мы могли очень грамотно этот проект реализовать. Якутская городская дума поздравляет всех ветеранов и детей войны, работающее и подрастающее поколение, всех горожан и гостей столицы Якутии с праздником Великой Победы. Уважаемые жители города Якутска, 7 мая ежегодно проводится акция «Свеча памяти». Зажигаются свечи скорби по нашим предкам.
которые героически отдали свои жизни во имя нашего лучшего будущего, во имя мирного неба над головой. К сожалению, с пандемией коронавируса в этом году акция будет проходить дистанционно. Я призываю вас зажечь свечи у себя дома, выложить их в социальных сетях с хэштегом «Свеча памяти» и отдать дань уважения нашим предкам. Я, как защитник нашего Отечества, всех людей, проживающих в Якутии, поздравляю с наступающим Днем Победы и очень рада тому, что война закончилась 76 лет тому назад. Я была призвана в мае 1942 года по окончанию педучилища и прослужила в рядах Советской армии 3,5 года. Всех призываю 7 мая, не выходя на улицы, в домах, в квартирах, зажечь свечи и вспомнить эти страшные годы прошедшей войны. Желаю, чтобы все жили в дальнейшем в мире, в счастье, в дружбе, и чтобы все было окей. Маленький огонек свечи, как символ памяти о наших земляках, кто ушел на фронт, и многие из них не вернулись. Среди них мой дед, Попов Гаврил Гаврилович, который в 1942-м погиб под Ленинградом. И для меня эта свеча памяти, в первую очередь, память о нем. Я призываю вас 7 мая зажечь в домах свечи в память о наших родных и близких, кто не вернулся с войны, кто навсегда в нашей памяти. Война – самое страшное для людей слово. Чтобы не подвести память наших героев, я буду героически учиться. Спасибо вам, ветераны, за такую возможность. Я зажигаю эту свечу и призываю каждого у себя дома 7 мая тоже зажечь ее.